В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер». Я приветствую всех, кто присоединился к радио Крым Реалии. У микрофона для вас работает Ирина Сидбулаева. И сегодня в эфире мы поговорим о таком, как крымчане воспринимают новости о карантине, справляются ли с дистанционным обучением преподаватели и учащиеся, какие плюсы и минусы такого обучения и как психологически справиться с наступившимися изменениями из-за карантина, и что делают украинские музыканты, которые также переживают пандемию коронавируса дома. На полуострове слушайте нас на 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляцию наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы и комментируйте. А также можете дозвониться к нам в эфир. Бесплатные звонки для крымчан из Крыма 8 810 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Мы начинаем. Вечернее шоу. И Кабинет министров Украины продлил карантин до 24 апреля в связи с пандемией коронавируса. Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду 25 марта. Подчеркнем, что карантин продлен еще на 30 дней, то есть до 24 апреля. При этом в правительстве предусмотрено, что карантин могут как продлить, так и прекратить раньше срока. А вот в аннексированном Крыму решением подконтрольных России властей закрыты на карантин все учебные заведения. Соответствующий указ 23 марта был опубликован на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма. При этом уточняется, что по заявлению родителей или иных законных представителей детей будут организованы дежурные группы с общеобразовательных организаций для учеников 1-4 классов численностью не более 12 человек. В Крыму также перенесли и сроки сдачи российского единого государственного экзамена. И пандемия коронавируса – это такой своеобразный вызов, и поэтому необходимо приспосабливаться к изменениям. И для сферы образования это вопрос актуален. Об этом будем говорить с Фатиме Оджа Сайфулаевой из Крыма. Добрый вечер, Фатима Оджа. Добрый день, добрый вечер. Фатима Оджа, скажите, пожалуйста, как у вас, начнем с самого актуального, как у вас проходит карантин, чем занимаетесь в этот период? Ну, так скажем, я живу в городе Бахчисарай, в месте компактного проживания крымских татар. Неделю мы уже все, так скажем, изолировались, каждый в своей семье. Фатиме Оджа, мы сейчас наладим связь из Крыма. Хочу напомнить, что Фатиме Сайфулаева, она педагог с 35-летним стажем, и она с нами поделится опытом, и что нужно делать, и как нужно организовать рабочий день ученика, и что для этого должны также сделать и родители. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. И мы возвращаемся к эфиру. С нами на связи из Крыма Фатиме Оджа Сайфулаева, крымский педагог. Добрый вечер еще раз, Фатиме Оджа. Добрый вечер еще раз. Расскажите, как у вас карантин проходит? Я уже сказала, что мы живем в месте компактного проживания крымских татар, что каждая семья изолировалась в своей семье. Ни детей, ни на улицу не выходим. Позволяем себе прогулки только в своем дворе. На дорогу уже, в другие места не выходим. Конечно, это очень тяжело. Тяжело нам, не то что детям. Мы привыкли, что забегали друг к другу на кофе, встречались, обсуждали вопросы, которые нас волнуют. А сейчас это, конечно, мы стараемся не делать.
Ну, это, конечно, в первую очередь, чтобы сохранить себя, сохранить своих детей, внуков от этой болезни. Но дети вот уже неделю на каникулах, это пока еще продолжаются весенние каникулы. Что еще сказать? Фатимевича, а вот в Крыму уже закрыты, пишут подконтрольные России власти, что на карантин закрыты учебные заведения. А как сейчас будет проходить учеба, если карантин продлят в Крыму? Как у вас 35-летний стаж? Как должно проходить обучение в школах? Ну, вот дети пока сейчас еще на каникулах. Но учителя уже создают электронный журнал, создают сайты. Вот на следующую неделю уже после каникул, потому что в понедельник дети должны были уже выйти в школу, но объявили, значит, удаленное обучение. Как это будет проходить на самом деле, мы еще не знаем, но, так скажем, сейчас пока родители активно регистрируются на сайте, ждут заданий, которые будут выставлять учителя. Дети будут эти задания выполнять, и будут выставляться оценки в журнал. Вот это пока. Но со 2 апреля должны были уже быть контрольные работы, всероссийские контрольные работы, в которых должны наши дети принимать участие. Это пока, значит, перенесли. Конечно, вот эти задания в электронном варианте, они интересны детям, выполнять их. Но как это будет контролироваться, сам ли это ребенок делает, или кто-то из взрослых это делает, это, конечно, очень трудно, так скажем, сказать. Но задания, конечно, очень интересные, то есть они интересны и ребенку, и даже взрослому вот посидеть, посмотреть, как оно все красочно, оно все, так скажем, доступно. Но какой будет... Еще раз, контроль я не знаю, конечно. Фатимевича, это можно сказать, что такое, скажем так, дистанционное обучение, да? Какие вы видите в этом плюсы и какие вы видите в этом минусы? Потому что дети же, ученики, они разные. Кто-то бывает более такой шустрый, да? Кто-то воспринимает информацию менее... не очень активные и в учебе. Что вы можете сказать по этому поводу? Какие плюсы и минусы? Я, например, тоже вот, наблюдаю, как это делает сейчас внук. Дети разные. Есть дети, которые, так скажем, с пеленок уже в интернете, с пеленок они уже клацают, знают, как включить программу, как выполнить это задание. А есть же дети, которые, так скажем, нет дома ни компьютера, ни ноутбука. Как это делается, я, честно говоря, плюс, конечно, что там задания очень интересные. Вот еще раз повторюсь, очень интересные задания, они красочные. Когда ребенок выполнит правильно там какие-то, значит, такие, скажем, положительные эмоции, там музыка включается или что-то. А как это на самом деле, я, честно говоря, как это будет работать, я, честно говоря, не знаю. Не могу себе представить. Все-таки вот в то время, когда я работала, такого не было. Были забастовки учителей, но в это время мы просто давали детям задания, и дети сами выполняли, но они выполняли в тетрадях. Кто-то выполнял, кто-то не выполнял. А сейчас вот есть ли возможность у родителей помочь ребенку выполнить эти задания, тоже не знаешь, понимаете? Вот это минус, так скажем, этого обучения. Если ребенок никогда не сидел за компьютером, никогда не пользовался этими программами, как он это будет выполнять? Тем более там надо, там есть и теоретическая часть, и практическая часть. В общем, когда вот разный уровень, и когда у родителей, может быть, нет компьютерных знаний, это, конечно, вот минус и для ребенка, и для родителей. Но в то же время учитель не будет сидеть дома, учитель будет находиться на работе, потому что вот вы уже сказали, что организовать группу из 12 человек. Да, есть родители, которые не могут сидеть с ребенком, то есть он должен работать.
и ребенка не с кем оставить, он будет ходить в школу. Но как это будет, я, честно говоря, вот не представляю. Конечно, плюс, что вот очень интересные задания, очень но как после этих заданий будут они работать уже в классе, ребенок же это такое существо. Вот мы, взрослые, уже скучаем по своим друзьям, по соседям. Даже вот наше любимое кофе, вот пить в одиночку дома, нет такого вкуса, нет того смака, который есть, когда ты пьешь с соседкой или пьешь с подружкой. Мы в день по несколько раз друг к другу забегаем. Фатиме Оча, а скажите, вот есть ли плюсы в дистанционном обучении? Ну, я не знаю. Честно говоря, я вот таких вот больших плюсов не вижу. Ребенок — это такое существо, которое должен постоянно общаться, должен видеть глаза учителя, друзей, должен, так скажем, чтобы к нему прикоснулись, погладили его, просто по плечу похлопали. А когда вот это дистанционное, ну, он видит, что он выполнил. Он видит, что вот там как-то его отметили в этом задании. Он видит, что он получил какие-то баллы за это. И эти баллы сразу пошли в этот электронный журнал. Но не видя глаза, не видя вот этого общения, не видя реакции друзей, учителя, ну, плюс большого я в этом не вижу. Фатиме Оча, скажите, пожалуйста, а вот это обучение дистанционно, оно повлияет на сдачу вот, экзаменов, да, единого государственного экзамена, которое планировалось на лето? Ну, я думаю, что положительно оно не повлияет, потому что в ВПРе там другие задания, вот дети открывают, так скажем, прошлогодние ВПРы, выполняют задания, но оно опять идет в письменном виде, не в электронном виде. Поэтому, ну, может, того ребенка, который, так скажем, целый день будет сидеть и работать, это, так скажем, поможет ему. А если ребенок, который сам деле владеет этой техникой, ну, скажем, еле владеет интернетом, и родители, которые не могут ему помочь, ну, в базах этих интернетных делах, то это, я думаю, для него, наоборот, будет хуже. Фатиме Оча, Мне кажется, ага, говорите. Мне кажется, вот это дистанционное обучение хорошо детям с ограниченными возможностями. То есть дети, у которых надомное обучение. Там учитель может в течение недели давать ему задание, ну а потом опять он должен обязательно прийти к этому ребенку. Поэтому вот такого, скажем, ну, совершенно положительного решения я не вижу в этом обучении. И, Фатиме Оча, хотелось еще уточнить у вас, вот закончится этот карантин, закончится каникула. Как необходимо правильно организовать рабочий день ученика, чтобы уже после возвращения с карантина он максимально был комфортно, да, и не отставал от учебного процесса? Но это опять, видишь, это опять, так скажем, полным стопроцентным грузом ложится на плечи родителей. Если родители дома, и они могут организовать ребенка, то есть где-то он почитает, где-то он погуляет во дворе у себя, где-то он повторит, где-то он закрепит, где-то мать или отец с ним поиграют, зададут вопросы. Это, конечно, будет плюс ребенку, то есть ребенок не отстанет. А если целый день ребенок, скажем, дома один или там с братьями, сестрами, конечно, они будут больше играть, больше, так скажем, в том же компьютере они больше будут смотреть мультфильмы или какие-то игры играть, чем вот в это. Ну, в общем, мне кажется, это просто-напросто, так скажем, для ответственных детей.
для детей, которые хорошо понимают в интернете и хорошо владеют интернетом. Вот для них это, может быть, будет, так скажем, плюс. Ну а для массы детей это будет, конечно, минус. Мне так кажется. Это моё Спасибо. личное мнение. Спасибо огромное. Фатиме Уджа Сайфулаева была с нами на связи. Напомню, она педагог с 35-летним стажем, и она нам рассказала, что большая ответственность также лежит и на родителей, и которые должны контролировать своих детей. Оставайтесь на радио Крым Реалии. Мы с вами услышимся через несколько секунд. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. И напоминаю нам, что и в эфире, что мы говорим, чем занимаются крымчане во время коронавируса. И напоминаю всем слушателям, можете задавать свои вопросы и комментировать. Бесплатный номер для крымчан из Крыма 8 810 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. И хочу сказать, что с 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин. В стране запретили все массовые мероприятия. Украинские артисты отменили живые выступления, анонсировав бесплатные домашние концерты. Таким образом, музыканты и артисты нашли новый подход и выход из сложившейся ситуации. Первой украинской вокалисткой, которая после введения карантина выступила в сети с домашним концертом, стала Светлана Тарабанова, а затем был онлайн-концерт украинской певицы Юлии Саниной, солистской группы The Heartless. Предлагаю послушать отрывок из ее выступления. Всім бажаю здоров'я, бережіть себе. Скільки думок, скільки непрожених, скільки зерна, та не пророщено, скільки машин, назавжди зламаних, скільки людей. На моїй пам'яті я обираю собі вбрання. Ти з нею бачишся востаннє. Это была Юлия Санина, солистка группы The Heartless. Так украинские музыканты общаются со своими поклонниками, и таким образом они подбадривают украинцев уже вторую неделю, которые сидят дома. И также мы хотим узнать ситуацию, какая в Крыму, и с нами на связи крымско-татарский певец и композитор Арсен Османов. Добрый вечер, Арсен Бей. Добрый вечер, рад вас видеть, рад слышать и, в общем-то, рад вообще нашему общению. Арсен Бей, скажите, как у вас проходит карантин, как вы его соблюдаете? Ну, если быть точнее, ситуация серьезная, поэтому мы все находимся, стараемся быть большую часть дома. У меня вообще, в принципе, отдаленная работа постоянно, то есть я всегда на дистанции работаю. Но сейчас обострилось, и, конечно же, слышим уже ужесточение всяких таких вот развлекательных заведений нету, вечером не работают и так далее, работают только там продуктовые, всякое такое, поэтому нужно сидеть в большей части. Я, пользуясь случаем, конечно же, хочу сказать всем коллегам и всем друзьям, оставайтесь дома, будьте, вы, наверное, сейчас больше пользы принесете, если будете оставаться дома, будете работать и будете делать, какой-то период времени будете находиться, будете что-то делать, творить. И когда уже все пройдет, естественно, с новым материалом мы всех вас порадуем. Арсен Бей, я знаю, что у вас есть своя записывающая студия, да, у вас дома. Как у вас проходит работа с артистами, с музыкантами? В какой-то форме? Как вы с ними общаетесь? Есть в основном, конечно же, отдаленно сейчас. Это как бы принципиально важно. Потому что и дети, они же привыкают к такому, как ты подашь это все. Если они понимают серьезность положения, они, естественно, поймут это и будут сидеть. Есть интернет, есть средства общения, сейчас это не сложность, я думаю, что все это можно делать отдаленно. Конечно, это сложно,
это же все-таки творчество, и нужно понимать, что в творчестве тяжело как бы передать на дистанции какие-то чувства, какие-то эмоции, почувствовать харизму и так далее. Ну, работаем хотя бы над тем материалом, который нужно точить, к которому нужно как-то подходить более предметно. И, конечно же, уроки такого образа, ну, такого плана, что можно записать что-то, можно отправить, и, естественно, конечно же, отправить, и этот человек будет учить дома, готовиться и так далее, но потом, естественно, все это спросить. То есть все это можно сделать дистанционно. Это не проблема сейчас. Арсений, я знаю, что вы работаете и с молодыми талантами, да, и ваши подопечные, насколько мне известно, они принимали участие и в конкурсах, которые проходили в Киеве, и в других областях Украины, и вы также с ними репетируете. Как у вас проходит такой дистанционная репетиция? Вы же должны их слышать, голоса, проверять их. Как это происходит у вас, работа? Согласен, очень сложно. Я же говорю, что очень сложно понять подготовленность, понять, данная задача выполнена или нет. Нужно понимать, что если это серьезный конкурс, к которому ты так ответственно готовишься, и тут вот такой как бы момент, когда нужно находиться дома, и от этого больше пользы и всем близким, и нам, и для достижения определенных целей. Сложно. Я же говорю, задаешь задания, которые они должны обязательно дома выполнить. Ты это в интернете проверяешь, грубо говоря, сейчас есть и Skype и так далее, поэтому сложно с этим работать, но нужно как-то переждать этот момент, и дабы никто не заболел, не дай бог всем оставаться здоровыми, заниматься, готовиться. Да, дети были у меня, яскравые дети Украины, есть такая веточка голоса, вот, мы участвовали, у меня гран-при ученицы, ездили в Краматорск, правда, в самые сложные такие времена, но мы поехали, прошли, дошли до финала, выступали на первой сцене Украины, и счастливы очень. Я думаю, что будем продолжать в духе. Арсений, а вот этот карантин, который временный, да, из-за коронавируса, оно как повлияет на творчество ваших подопечных? Ну, повлияет нехорошо, сразу могу сказать, потому что, это потерянное время. Я не чувствую, допустим, энергетики, я не чувствую, насколько ученик подготовлен, насколько он желает работать и так далее. Мы же тоже все, мы же не машинально работаем. В основном это, конечно же, нужно чувствовать, нужно понимать, должна быть динамика какая-то, которую мы видим, которую чувствуем педагоги. Растет ученик, не растет, как нам действовать, в какую сторону смотреть, что дать. Да, тяжело, повлияет, конечно. Я думаю, повлияет, на все повлияет, в принципе, поэтому и мы не исключение. Но оно также и влияет на вот массовые мероприятия, которые проходят в Крыму. Что вы наблюдаете? Какие у вас есть новости по поводу тех же ресторанов, потому как там звучит музыка, да? Тех же свадьбах мы знаем, что в Крыму, если проводят свадьбы, это большие, да, там 200, 300, 400 человек собираются. Если это вечеринки, там знакомства, также звучит и музыка, и очень много людей. Какая ситуация сейчас именно с такими мероприятиями массовыми, где можно увидеть много людей, скопление людей? Я бы воздержался на месте людей, конечно же, это мой совет сугубо и мое видение. И я что могу сделать? Я могу только посоветовать этим людям, чтобы они, конечно же, отложили это, никакие мероприятия, которые... Да, я понимаю, что там салоны и их резервируют и так далее. Это все будет, конечно же, конвейером. То есть это как такой домик, да, который мы привыкли видеть. Если одна свадьба подвинется, да, естественно, это все пойдет таким образом. То есть тяжело советовать что-то в этой ситуации, но лучше воздержаться, потому что скопление множества людей, по 200, по 300 человек, я не думаю, что это сейчас столь важно. Лучше, может быть, воздержаться, чтобы не дожидаться каких-то таких
таких мер, чтобы нам просто запретили это делать. То есть, чтобы у нас не было такого. К сожалению, у нас просто народ не дисциплинированный по большому, да, если быть честными. Поэтому у нас мы просто не дисциплинированы, нам сказали бы, и мы бы делали. То есть, естественно, мы быстрее бы побороли все это. Но так как мы каждый, да ничего страшного. Кто вчера смеялся, сегодня уже настораживает тебя. Тот, кто вчера не верил, сегодня уже начинает нам доказывать, что это так. Поэтому... Арсен Бей, а вы слышали, возможно, что отменяются свадьбы, отменяются вечеринки? Что вам известно, что происходит в Крыму? Да, и не только слышал, я сам как бы, ну, я могу констатировать факт, то есть у меня были мероприятия, допустим, ну, была вечеринка, ну, односельчан там, и, ну, в Средней Азии жили они вместе в одном селении, поэтому они вот с этого города все каждый год, из года в год встречаются, и я должен был выступать в шоу-программе, ученики должны были работать. Ну и как бы это шоу отменилось, отменились свадьбы, даже в апреле была свадьба такая, где должен был участвовать. Я просто констатирую факт, я сам знаю, что это так. Они отменили на конец мая или начало июня даже. То есть вот так вот с запасом. Ну, значит, возможно, как бы. Ну, понятно, что это сложно, что это и финансово, и так далее. Все это бьет по карману людям и так далее. В данной ситуации это вообще сложно. Все вместе собралось как бы. Арсен Бей, Ну, что делать? в период коронавируса вы, развивая творчество, да, вы все-таки находитесь дома, и у вас есть звукозапись, запись, да, аппаратура, которая записывает звуки, песни, музыку. В этот период было ли какое-то вдохновение? Возможно, может быть, что-то вы написали, возможно, за этот период успели сделать определенную работу за период карантина. Да, Ильвина, конечно же, вы правы, правильно заметили. Я думаю, что у многих не то чтобы просто больше времени находиться дома. Естественно, ты работаешь более предметно, более, ну, подходишь более серьезно ко всему. Есть, да, я как продюсер, как человек, который думает всегда, как, ну, рисует себе план действий. Я прекрасно понимаю, что мне нужно для моих подопечных, то есть тех, кого я продюсирую. Расскажите, что вы успели сделать уже за период карантина? Ну вот буквально позавчера вышла песня у Шадиех, вот Мулаевой девочки. Ей закончил проект за это время. Сейчас вот готовлю Амине Мамедовой новую песню, ну, в современном стиле все. Вот, готовлю народную песню, готовлю там Эрнесу Миросанову. Ну, как бы ребятам, которые уже, ну, известны, поют. И в Крыму это не новые лица. Как бы. Вот для них готовил работы. Еще есть планы. Есть нужно написать 2 песни. То есть это заказные, скажем так. То есть это те вещи, которые, ну, вот на дистанции. Эта девочка, допустим, она живет там вот в Кировограде, но она вот дистанционно может заказать себе песню. И есть время уделить этому внимание, потому что раньше у меня не было такой возможности, я был постоянно занят, а на это нужно, вы же понимаете, вдохновение и плюс еще время, самое ценное, что невозвратимо. А как музыка помогает вам справиться вот с ситуацией, которая сложилась в стране? Ну, музыка всегда, наверное, спасала во все времена. Времена революции тоже спасала. Вот, поэтому я думаю, что если нам, творческим людям, стараться каким-то образом носить краски, людям дарить, ну, хорошие песни, хорошее настроение, те же лайв-концерты, да, которые я во всяком случае планирую давать крымско-татарские, да, будут там в основном крымско-татарские песни, естественно, но если в прямом эфире это будет и будет по желанию, то это будет. Ну вот смотрите, мы уже наблюдаем, что украинские артисты, да, Юлия Санина, которую мы слышали в нашем эфире, это солистка группы The Heartless, она исполнила в онлайне концерт. Планируете ли вы такой же концерт? Мы наблюдаем и других артистов, которые проводят, и не только украинские, так и зарубежные. Как ситуация с крымско-татарскими артистами? Вы будете, возможно, первым, кто в онлайн-концерт проведет? Ну, даст Бог, буду первый, но вообще, да, я больше смотрю
в сторону Запада я смотрю больше фирменных исполнителей, как бы, иностранных исполнителей. Поэтому а из наших, из украинских, конечно, я видел, и Джамалу видел концерт, и, по-моему, Тарабарова выходила, Таяна, я знаю, что давала концерт недавно. У меня просто, кого я знаю лично, тех как бы и мониторю. Мы все как бы подписаны, поэтому знаешь, в курсе. И за границей, естественно, в ту сторону я всегда смотрю. Все фирменные артисты стараются дать сейчас онлайн-концерт как бы в режиме, как бы каким-то образом подбодрить, каким-то образом чтобы не забывали. Это, естественно, рейтинг, то это же все, все влияет это. Пропал ты из виду или нет. И я буду честен, видя это как продюсер, я понимаю прекрасно, что если ты выпадаешь с ячейки, то тебя забывают. Это нормально. Поэтому я планирую и думаю, что постараюсь организовать у нас тяжело. А так, я думаю, что материала предостаточно, и я думаю, все осуществим, иншаллах. Спасибо большое. Арсен Османов, крымско-татарский певец и композитор, был с нами на связи. И мы также ждем ваш онлайн-концерт в соцсетях. И так как уже Арсен Османов напомнил и подчеркнул, что и Джамала провела онлайн-концерт, давайте послушаем отрывок из ее эфира. If the storm comes, if the burn up, if the wells run dry, you're my reason to believe in another life. If it all ends and it's over, if the sky falls fire, best believe it, babe. Это была Джамала, ее отрывок из онлайн-концерта, который все видели и в соцсетях. Я хочу напомнить нашим зрителям, что вы можете комментировать и задавать вопросы. Звоните нам на бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 229 05. И... Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. И мы в эфире радио Крым Реалия, и уже к нам присоединилась крымско-татарская поэтесса Алия Кинжалиева. Добрый вечер, Алия. Алло. Добрый вечер. Эльвина, привет. Добрый вечер. Рада тебя слышать очень. Взаимно. Алия, я знаю, что все ваши чувства, мысли и тревоги вы выражаете в своих стихах. И все, что происходит в Крыму, не проходит мимо вас. И также ситуация, которая сложилась и в Крыму, и в Украине, и во всем мире. Как у вас проходит этот карантин? Чем вы занимаетесь в этот период времени? У нас очень весело проходит. Вот в данный момент я нянчу ребенка маленького. То есть у нас пополнение. Появилась третья девочка. Она сейчас капризничает. И не знаю, даст ли мне говорить, но я постараюсь. Вот, поэтому у нас очень весело. Старшие дети у родителей сейчас карантинят. Там с племянницами. А мы вот с малышкой наслаждаемся. Алия Ханум, нашей девочкой. У вас и дочка, и родилась несколько дней назад. И я знаю, что насколько вот ситуация, которая сейчас сложилась в стране, не мешает ли она творчеству нынешняя ситуация? Я думаю, что она, наоборот, способствует, потому что есть больше времени для осознания себя, жизни, ценностей жизни, испытаний, которые ставятся, наверное, самой жизнью перед нами. Поэтому, мне кажется, это для каждого момент выразиться и понять, кто мы, что мы, и
Хорошее время для творчества. Для меня точно. И А для каждого что тоже. вы успели вот за этот период карантина, что вы успели сделать, я имею в виду в творческой жизни, да, может быть, вы уже написали стих, Да, стих написала. Ну, я писала много. Они были в основном, конечно, об испытаниях, грустные стихи. И вообще о ситуации. То есть, ну, политика не отменяется. Ситуация все равно остается, какой была, политическая. Поэтому все темы прежние. Ну, еще добавилась, наверное, какая-то философская нотка, потому что все равно страшно, особенно когда маленькие дети. Ты выходишь и думаешь, ну, как не заразиться, потому что, мне кажется, все равно преуменьшается. Хотя я сначала не верила, что в Крыму уже это все есть. Потом почитала людей, мнения которых для меня важны, и поняла, что все серьезно. Теперь появился страх. Все это отражается в творчестве, в стихах. Вот. А есть ли возможность, может быть, отрывок прочитать из вашего стихотворения? Сейчас попробую. Ну, он грустный, конечно, но все-таки некое жизнеутверждение в нем есть. Черное солнце мне светит в глаза. Черное солнце, но плакать нельзя. Мне испытание молча смотреть и не гореть, ни за что не гореть. Люди не видят, как день потемнел. Двери и окна слетели с петель. Черное солнце прожгло зеркала. Черное солнце, но плакать нельзя. Голые ветви уходят в закат. Бьет позвоночник мой камнепад. Больно, ломаюсь, стою и терплю. Черное солнце пророчит беду. Как все сошлось, как сложилось в петлю. Если я сдамся, ее затяну. В горле молитва, моя скала. Черное солнце, но плакать нельзя. Вот. Спасибо, Такое. Алие. Я знаю, что еще задолго до пандемии коронавируса вы в прямом эфире в Фейсбуке читали свои произведения, и мы сейчас наблюдаем, что многие артисты и творческие люди перенеслись такое в онлайн, в интернет выступления. Вы думаете, что вы вообще думаете по этому поводу? Такой вот выход из ситуации, когда людям в период коронавируса лучше, конечно, не выходить, а находиться дома. Ну, я думаю, что это правильно. Потому что вообще, даже несмотря на эту ситуацию и раньше, я всегда это делала. Мне кажется, хорошо делиться творчеством. Ну а сейчас тем более, потому что удержать себя и детей дома, никуда не ходить, это сложно. Когда концерт приходит к тебе или выступление поэтическое приходит к тебе домой, в твой компьютер, ты можешь наслаждаться, это здорово, замечательно. Но вы сами планируете возобновить онлайн-чтение, как это было раньше? Я думаю, что мне Фериде, конечно, не даст ничего возобновить. Она у нас такая капризная девочка. Но если получится, то да. Я бы хотела. Ну, не знаю, пока не могу сказать. Видите, у нас сейчас такая другая забота, радостная, счастливая. Вот. Может, в будущем, через месяц попробую. Алия, вот хотелось узнать, какие вот основные темы вы поднимаете в своих произведениях? Темы, как известно, те, которые болят. То есть о чем пишет настоящий поэт, и я надеюсь, что все-таки во мне это не придуманное мной. О чем писать? О том, что волнует. Волнуют многие вопросы. У нас все продолжаются обыски, аресты, вы знаете. Об этом пишу. Вообще о том, что я чувствую в этой ситуации, находясь здесь. Пишу я о любви, конечно. Любовь должна быть в жизни человека. И философия, ну, как и прежде, как и раньше писала. Особенно ничего не изменилось, скажем так. А какой вот у вас рецепт для того, чтобы вот сохранить бодрость, да, и не падать духом в ситуации сейчас, которая сложилась в стране? Что нужно сделать? Скажите свой рецепт, да, как поэтессы. Я думаю, что нужно, может быть, какие-то сделать вещи, на которые раньше не было времени. Поговорить с ребенком, обнять, может быть, больше, чем когда-то, когда были будни, когда не успеваешь это сделать. Пообщаться с любимым человеком. То есть сконцентрироваться на семье. И не чувствовать
Отчаяние. То есть все равно все в наших руках. Если мы будем думать о безопасности и стараться не заразиться, нас и так мало крымских татар, мы должны об этом думать. И будет все хорошо. Можно языком заняться, это всегда актуально, изучать язык родной. Что-то готовить вкусное, общаться. В гармонии стараться находиться. Не в отчаянии, а в гармонии. И тогда ничего нам не страшно. Спасибо вам огромное. Алия Кинжалиева была с нами на связи из Крыма. Я напомню, что она пишет на нескольких языках, переводит и украинские стихи на родной крымско-татарский язык, и наоборот, а также мечтает она донести на крымско-татарском языке свои произведения и до украинского читателя. Оставайтесь на радио Крым Реалии, мы с вами услышимся через несколько секунд. Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте, наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. И мы возвращаемся в эфир радио Крым Реалии. Будем говорить, как психологически справиться с наступившими изменениями из-за карантина, так как пандемия коронавируса в мире – это уже топ-новость во всех новостях в мире. И многие люди, как на материковой части Украины, и также в аннексированном Крыму, уже успели запастись и продуктами, и самоизолироваться. И также нужно помнить не только о физическом здоровье, но и также о психологическом. И как пережить карантин из-за коронавируса и не навредить себе, мы будем говорить с крымчанкой и с украинским психологом, гештальт-терапевт Эльвина Лоик. Добрый вечер, Эльвина. Добрый вечер. Эльвина, вот мы наблюдаем, что происходит в стране, да, и хочется у вас спросить, вот какой основной совет вы можете дать во время карантина семьям с детьми? Ну, во-первых, это, как обычно, правило кислородной маски, да, то есть очень важно позаботиться о себе в первую очередь, чтобы быть в ресурсе, заботиться о том, кто под вашей ответственностью. Ну, это могут быть не только дети, но и там старшие люди, да, родители, те, кто с ограниченными возможностями. То есть очень важно быть самому в ресурсе. Важно поддерживать свою психологическую устойчивость, стабильность, чтобы удовлетворять потребности и детей в психологической поддержке, и создавать благоприятную атмосферу в доме. А что нужно вот сделать для того, чтобы атмосфера была в доме? Потому что мы видим, что информация, которая поступает и как в Крыму, как и в Украине, она не очень радует, да? Что нужно сделать? Ну, с одной стороны, очень важно быть в курсе событий, да, чтобы принимать верные решения. Как говорят, информирован, вооружен. С другой стороны, очень важно все-таки ограничивать поступление информации, потому что это тоже может создавать такой тревожный фон. То есть здесь очень важно, как это, детоксикация, да, чтобы не отравиться информацией. Поэтому занимать себя полезными делами, да, качественно проводить время с семьей и с детьми, там, совместные игры, те же бытовые вопросы вместе проводить, включать музыку. Атмосфера она в мелочах, в деталях. Эльвина, а что вот тогда нужно сделать так, чтобы вот легче пережить, да, стрессовую ситуацию? Чем лучше заниматься взрослым людям? Чем лучше заниматься и чем нужно занять детей тогда? И чтобы уменьшить, да, тревожность всей ситуации? Ну, начну с того, что тревожиться – это нормально. Испытывать чувство тревоги, страха, паники в этой ситуации действительно нормально. Это надо принять, признать. Важно заниматься гигиеной психологического здоровья. То есть не убегать, не подавлять эти чувства, потому что они наоборот, как кипящая вода под крышкой, в итоге все равно ее срывает. То есть важно их проживать и делать это в контакте с человеком, который устойчивый, который в ресурсе, который может быть вам опорой.
прожить эти чувства и понять, что за ними стоит, что есть причиной для вашей тревоги, потому что тревожится человек не просто так, то есть он как бы чего-то опасается. С другой стороны, тревога обычно связана с тем, что человек находится мыслями в будущем, поэтому здесь важно вернуть себя в здесь и сейчас. То есть мы не можем контролировать будущее, мы можем контролировать себя здесь, в настоящем моменте. Это тоже наша опора. Важно заземляться, важно заботиться о теле, о физическом очень сильно, особенно в период стрессовой ситуации, потому что это наша основная опора. Важно высыпаться, соблюдать режим, правильно питаться, питьевой режим соблюдать, физической активности, проветривать помещение, чтобы было достаточно кислорода. Это тоже влияет на уровень тревожности. Ну и заботиться о психологическом комфорте, то есть общаться, делиться, искать психологическую помощь. Можно ее искать у родных, у друзей, то есть это вполне приемлемо, если вам нужна профессиональная помощь, обратиться к специалистам. Сейчас очень много психологов на волонтерских началах дают психологические консультации бесплатно, и я тоже приглашаю. То есть, искать, как о себе позаботиться. Ирина, вы сказали, что вот должен быть еще и питьевой режим, и физический. Но мы же знаем, что выходить, например, идти в спортзал сегодня нежелательно, да, и там так как это скопление людей, и все-таки этот вирус может распространяться, как быть тогда в этой ситуации? Здесь вот как раз хотела тоже остановиться на этом моменте. Что такое стресс? Это когда изменяются условия, и нам нужно адаптироваться к этим новым условиям. И вот тут как раз проявляется наше творческое приспособление к жизни. Нам надо искать способы, как реализовывать то, чего нам теперь не хватает. И это залог нашего психологического здоровья в том числе. То есть сейчас много онлайн можно найти роликов на YouTube, да, включить себе и заниматься дома любыми физическими упражнениями, нагружать себя настолько, сколько хочется. На самом деле в этом нет никакой трудности. Можно и онлайн с тренерами работать, то есть есть и такая форма работы. Ирина, а можете посоветовать, вот как себя вести внутренне, успокоить, если вот появляются симптомы, и простуда, да, мы видим, может и грипп, и пневмония. Как в таких случаях быть? Ну, в данном случае, во-первых, конечно, очень важно действовать по инструкциям врачей. Также от себя скажу, что очень важно укреплять иммунитет, правильно питаться. Опять же, все то, что связано с телом, но и также психологически заботиться о себе, потому что стрессовое состояние, вот когда мы находимся под действием гормонов стресса, точно так же снижает иммунитет. Поэтому заботиться о том, чтобы вы были в ресурсе, в хорошем настроении, в комфорте, заботиться о себе. И здесь можно также вот использовать техники заземления, если уже очень сильно накрывает тревога. Я могу немножечко остановиться на этом. Что такое, да, техника заземления? Расскажите. Ага, техника заземления. Для этого необходимо найти опору для тела. То есть сесть удобно, устойчиво опереться ступнями в пол, позвоночником в спинку стула, ну, то есть сидите вы или стоите, то есть в том месте, где вы прямо сейчас находитесь, необходимо найти опору для позвоночника, то есть попой хорошо устойчиво сесть. И ногами почувствовать опору, вот как будто прям въедаетесь в пол. Глубоко, не спеша вдохнуть, выдохнуть, то есть вот это дыхание наладить. И следить за дыханием, вдыхать, выдыхать, постараться окунуться в реальность всеми органами чувств, посмотреть, что есть вокруг, на людей, обстановку, предметы, освещение, почувствовать температуру воздуха, какие запахи окружают. То есть это максимальный контакт с реальностью дает нам чувство опоры и успокаивает нас, возвращает нам стабильность, возвращает нас здесь и сейчас. Это такой способ справляться с тревогой. Ну, также очень важно еще, если вам нужно пополнить свой ресурс, это сон, медитация, воздух свежий и природа. Сейчас она кому-то недоступна, да, говорят, что не нужно выходить, тогда звуки природы, они нам доступны. Сейчас на YouTube много такого контента.
А если говорить о природе, нужно ли выходить на улицу, и если необходимо это, сколько и как, какая должна быть, да? Должно быть, не знаю, либо это недалеко от леса, если люди живут. Как вот быть с природой? Нужно ли выходить на улицу? И если да, то сколько времени? Ну, все зависит от того, в каком режиме сейчас вы находитесь карантина в вашей стране, потому что есть страны, где сейчас там запрещено выходить из дома, есть страны, где разрешено, но с соблюдением режима карантина. Здесь очень важно соблюдать эти правила, которые приняты социумом, но с другой стороны, если вам доступен выход на природу, то это очень важно делать, если вам это нужно. Делать это столько, сколько вам нужно. То есть, если вам необходимо побыть в лесу там 3 часа, ну побудьте 3 часа. То есть это все очень индивидуально. Кому-то достаточно полчаса пройтись по свежему воздуху и быть в неограниченном пространстве, да, потому что это тоже очень стрессовый фактор, когда человек длительное время находится в ограниченном пространстве. Также стрессовый фактор, когда человек находится в пространстве постоянно с людьми, то есть нет возможности побыть самим собой. То есть вот обеспечить себе это часто бывает необходимо. А с другой стороны, у других людей может быть наоборот нехватка контакта физического с другими людьми. То есть вот важно понимать, какие у вас стрессовые факторы, что на вас влияет, и обеспечить себе это в меру возможностей, которые сейчас вам доступны. Ирина, вот знаете, есть люди, которые очень бережно относятся к ситуации, которая сложилась, да, и с коронавирусом, и с карантином, а есть категория людей, которые игнорируют эту пандемию и считают, что вот вирус их обойдет стороной. Часто вот они не соблюдают режима карантина. Можно ли, или, возможно, нужно, и как можно на них повлиять, на таких людей? Ну, с одной стороны, хочу сказать, что холодные отношения – это нормально. Люди таким образом справляются с страхами. Есть очень такой страх потери контроля над ситуацией. То есть такое тоже может быть. Важно осознавать, что с вами, почему вы так себя ведете. Есть люди, которые игнорируют реальность. Это тоже такой способ справиться с тревогой, со страхами. Но повлиять можно также, ну, давая поддержку таким людям. На самом деле часто бывает, что им тоже она нужна. С другой стороны, если человек там уже прямо игнорирует правила, законы, для этого у нас есть органы контролирующие, да, там власти, то есть это их задача. Но по сути я считаю, что такие люди будут, есть, это нормально, потому что в итоге ведь задача карантина не в том, чтобы совсем ограничить все контакты, а в том, чтобы мы постепенно все переболели, да, чтобы мы не переполняли больницы, а постепенно приобретали иммунитет. И поэтому, наверное, здесь как-то с пониманием относиться к разным формам проявления психологического приспособления людей к этой ситуации. И эта форма карантина, люди приспосабливаются, но также есть, которые не приспосабливаются. Также бытует мнение о том, что вот длительный карантин может повлиять и на семью, да, могут быть и разводы в семье. Что вы думаете по этому поводу? На самом деле ли это так? И есть ли опасения? Я думаю, учитывая, что целыми днями, да, и муж, и жена, и дети находятся в одном доме и 24 часа в сутки. Самое главное – это осознавание. Важно осознавать, какие ваши потребности сейчас не удовлетворяются, и какие из них остро стоят и очень актуально стоят. И пробовать и находить способы для их удовлетворения. Если они связаны с другим человеком, да, в семье, то тогда говорить об этом, чтобы, то есть сообщать о себе, чтобы другие члены семьи знали, что с вами происходит, тогда можно с этим справиться. Здесь очень важно использовать, да, технику «я-сообщений». То есть не в форме упрека: ах, ты такой сякой, или ты такая сякая, ты то не делаешь, это не делаешь, а говорить о себе, что я-сообщение, мне плохо, я нуждаюсь в том-то, мне нужно это, там, я не справляюсь, или там, я справляюсь, или там, я хочу побыть один, это нормально, вас поймут. И договариваться, очень важно, это вот основа, наверное, семейного благополучия, когда люди могут договориться и могут поддержать друг друга, побыть и в трудности, и в радости вместе. Как-то все так, наверное, банально звучит, но это правда.
Ирина, еще хотелось поговорить о бытовых проблемах, да, и мы видим, что в период коронавируса люди в панике скупают продукты. Скажите, что происходит с людьми с психологической точки зрения? Зачем они это делают? И есть ли решение вопроса? Я вижу решение вопроса в некоторой осознанности и умеренности. Здесь важно понимать, что совсем игнорировать ситуацию тоже, наверное, не очень правильно. И то, что люди покупают некоторое количество запасов продуктов, может быть оправдано, связано с потребностями семьи. Потому что, например, у некоторых людей не будет возможности в ближайшее время выйти за продуктами, и тогда необходимо себе обеспечить некоторый запас. Но здесь важна умеренность. Не скупать подряд бездумно, да, а включать осознавание и понимать, для чего, что именно вам нужно, на какое время. Я вообще сама по своей сути минималист, и в моем доме не было никаких запасов продуктов, то есть таковы мои принципы жизни. Но в связи с этим лично я тоже осознала, что какое-то минимальное, самое необходимое, важное. Но для чего? Для чего? То есть в данном случае я хочу обеспечить себе минимальное количество контактов с людьми. То есть для чего я это делаю? Тогда как-то действовать соответственно с этими причинами. Но игнорирование это тоже нормально, это тоже способ справляться с тревогой. Когда люди высмеивают других людей, это тоже нормально, они таким образом справляются с тем, чтобы не встретиться со своей тревогой. Возможно. Как-то так, наверное. А стоит ли вообще скупать продукты в магазине? Потому как мы видим и в новостях, да, пустые полки. И также можно наблюдать и в Крыму, и также можно наблюдать и в городах на материковой части Украины. Я полагаю, что продуктов на самом деле нам хватает, этого достаточно, чтобы они всегда были и пополнялись магазины, за этим следят люди, которые работают в сфере жизнеобеспечения городов и населенных пунктов, и они, правда, большую работу делают, спасибо им за это, но тем не менее важно включать понимание, действительно ли так важно запастись большим количеством продуктов. Для чего? Карантин, он короткое время, да, по сути это все равно, не будем же мы постоянно жить в условиях карантина. То есть когда-то он завершится, и тогда действовать в соответствии с тем, что сейчас в информационном поле происходит. То есть у нас сейчас карантин, конкретно там в Украине, до 24 апреля, соответственно, мы не можем там все время сидеть дома, мы выходим за продуктами. То есть по самым минимальным, самым необходимым для жизнеобеспечения семьи вопросам мы выходим из дома. То есть обеспечить себе продукты можно. Поэтому здесь очень важно смотреть, насколько у вас есть такая потребность в запасах, исходя из потребностей конкретно ваших. И не паниковать. Да, паниковать в контакте с психологом или с родным, напаниковаться, осознать почему, что вами движет, и тогда уже действовать в соответствии с тем, что вам нужно. Ирина, хотелось бы еще спросить у вас, а вот что делать людям, которые не могут улететь из разных стран, да, и приехать домой? Как их можно успокоить? Да, вот вы знаете, я тоже сегодня об этом слышала, одну из таких историй среди знакомых. Но здесь, конечно, включаются в условиях приспособления, особых условиях, необычных, чрезвычайных. Тут включаются механизмы адаптации, выживания конкретного человека. Если есть возможность контактировать с ним, очень важно его поддерживать, периодически звонить, спрашивать, как ты, в чем ты нуждаешься, подключать какие-то свои связи, если таковые имеются в той стране. Здесь важно опираться и на внутренние ресурсы, и на внешние ресурсы. Да, внутренние ресурсы – это то, наши знания, наша приспособляемость, наша устойчивость, внешние коммуникативные навыки. Да. Внешние опоры – это когда мы опираемся на других людей. Важно не оставаться один на один со своей проблемой, а идти в контакт к тому, кто может помочь. Все-таки вокруг есть люди, мир не без добрых людей, кто-то да поможет. То есть, если вы оказались в какой-то критической ситуации, не оставаться один на один с проблемой.
Спасибо вам огромное. С нами на связи была Эльвина Лой, крымчанка, украинский психолог, гештальт-терапевт. И в этом часе мы говорили, как крымчанам справиться с карантином, какие плюсы и минусы дистанционного обучения для преподавателей и учащихся. И с нами были преподавательница Фатиме Сайфулаева, певец-композитор Арсен Усманов, поэтесса Алия Кинжалиева и психолог Эльвина Лойк. Они рассказали сами, как проходит период коронавируса, поделились советами. На этом мы ставим точку. Оставайтесь на радио Крым Реалии. С вами была Альвина Сидбулаева. Услышимся на следующей неделе.